Да. Здравствуйте, хоть поздороваться. Давай покурим. Ира Ивановна, глава поселения. Глава поселения Елена Александровна. Понятно. Руководитель экспедиции. Вот он самый главный. Ясно. Спасибо. Так, ну что, Что там, народ дождались? Ну, учителя ждут, А как бы. мы заблудились это. Да? В Омми зашли. Куда? Омми. А, на Оми поехали. Ясно. Все, прошу, давай я сам. Ну, уважаемые друзья, коллеги, я прошу вас немножко извинить, потому что мы, хотя с 8 на ногах, на машине все время, но заплутали тут в Амми, там куда-то заезжали по полям, ездили, там занесло, обратно ездили, немножко такое есть. Но наша экспедиция, это экспедиция, которая у нас девиз пути великих свершений, она идет по маршруту Арсеньева Владимира Клавдевича, который в 1917-18 году прошел по маршруту так называемой Дон-Каринской экспедиции. Он началась со станции Иня, это который Смедовический район, против Хабаровска. Мы уже там были. И оттуда через Биробиджан, через Кукан, через Тоордан, через Байжарский хребет они пришли сюда и закончили Маломыжье это дело. И на озере Болонь они 31 января закончили свой поход, как говорится. Ну, поэтому мы решили повторить этот маршрут. Уже работа ведется 3-й год. И мы думали, проедем по этому маршруту, но у нас немножко не получилось, не получается, потому что этот хребет Байжарского в настоящее время не проходил, считается. Зовут Виктория Малакшанова. Я научный сотрудник отдела этнографии Хабаровского краевого музея. Вот с Георгием Дмитриевичем, с постоянным представительством Республики Саха-Якутия на Дальнем Востоке мы сотрудничаем уже давно. У нас была и совместная выставка, и вот экспедиции. И мы вот поддерживаем также друг друга во всякого рода изыскательных, исследовательских работах. И вот очередная экспедиция по Арсеньеву. Вы знаете, что по следам Арсеньева это не значит не только по его маршруту пройти, да, но и вспомнить о том, что он был и писателем, и путешественником, и сделал огромный вклад в развитие культуры и популяризации вообще Дальнего Востока и народов, которые проживают на территории этого региона. И он во время своих экспедиций собрал много экспонатов у коренных жителей, у тунгусов, у якутов, у вольдов, да, у нанайцев. И все эти предметы были собраны для музеев, для частных и музеев, в коллекциях музеев России и мира в том числе, потому что эти предметы, они сохранились и в нашем музее, и он еще их отправлял в другие музеи. В Германию очень много было отправлено, в Англию. Поэтому для нас, конечно, очень важно вспомнить о том, что собирал Арсеньев. И одна из таких работ, когда мы начали собирать коллекцию, и вы знаете, что Арсеньев был директором Градековского музея, и он начал в свое время работу по каталогизации. Что значит каталогизация? Это собрать в одном документе, в одной книге весь список предметов, которые хранятся в фондах, в собраниях. Это как раз каталог, посвященный культуре нанайцев. Это мы издали буквально в декабре. Вышла эта книга, и вот я привезла несколько буквально книг, и хочу вам передать вот в школу, да, в школу, в вашу библиотеку. Здесь кто
Вот это передать в школу, в Национальный культурный центр. Пожалуйста, несколько экземпляров. Национальный культурный центр туда есть? Да. И еще у меня такая большая задача – это передать книги, я уже не буду разворачивать, передать книги в администрацию нашего села, потому что, и у меня еще одна такая будет личная просьба, передать сотруднику, который нам помогал собрать архивные данные. Это годы жизни мастеров, имена, фамилии, фотографии. Та работа, которую мы сейчас продолжаем до сих пор, и ваша помощь нам еще в дальнейшем понадобится. Вот, пожалуйста, сейчас в администрацию и передать нашему волонтеру, так сказать. Так, ты даже забыл. Вам надо читать? Еще несколько книг. Пожалуйста, я прошу передать. Это кому? Это мастерам. Мастерам нашей деревни. Да. Давайте. Хаджи. Вот мастерам, людям, которые продолжают дело известных мастеров села Джуен. В этой книге собраны фотографии, предметы, которые были изготовлены, сделаны для выставок, для музеев, мастерами, которые жили в вашем селе. И нам очень хотелось бы, чтобы это дело в вашем селе продолжалось, и чтобы оно развивалось, и эти каталоги стали вдохновением для дальнейших ваших каких-то трудов, ковров различных, творчества, да. Поэтому мы ждем от вас новых красивых работ для наших фондов. Поэтому, пожалуйста, и здесь я... Воспользуюсь тоже случаем, у нас стала книга вот эта бестселлером, его нету нигде. Да, не переиздавать, вот хочу изучить в главе нашего Жуена. Так, и еще, как обещал, наверное, флешка директора школы. 9 килограммов как раз финской бумаги, а это как раз она заменяет все. Ну и школьную библиотеку путеводитель надо. И несет такие конверты, где можно вытащить, прочитать там и положить обратно, указы всякие. И впервые мы все время раньше говорили, что впервые все рисунки обработаны компьютером, поэтому все карты, все гравюры, которые стали, не как новые. Потому что все старые же, на потертые и так далее, это все сделано в таком духе. И очень помогает при описании составления рефератов, различных докладов. Поэтому, думаю, это будет очень хорошо. Не сплавляли это из руды. Делали металл, сплавляли. И все вот корабельные всякие гвозди, колокола, даже пушки, все это делалось так. Все это перевозилось наземным путем на лошадях до Охотского моря. Это страшно, это трудный труд. И Якутия туда, чтобы вот перевести вот этот весь материал, да, безвозмездно отдали 500 000 лошадей. Вот на эти 500 000 лошадях
весь груз был перевезен. Мы отмечаем, у нас митинг У нас каждый год. Да, каждый Да, год отмечают. да. Вот молодцы. А у нас вот забылось. И это забылось давно, со времен Хрущева, начали забывать уже. И половину победы отмечаем, половину нет. Ну вот так. И в свое время, ну, якутов было много здесь. Амур, реку якуты называют Амыр. Амырские якуты, Амыр-Сахалары. И я вам это, ну, однокомно, две песни спою на якутские песни. В прошлом году в Чулкане, когда были, да, там якутов много. И вот молодежь, они пели якутские песни, танцуют под якутские песни. Генетическая память есть у детей. И быстро это возобновляется. Это первый цветок, наверное, и здесь тоже же, который из-под снега смело вырастает весной. Это с первых уст. Это очень интересно. Дорогие наши гости, уважаемые жители нашего села, сегодня мы здесь, в этом помещении, в нашей школе, встречаем историко-экспедиционную группу из города Якутска. Мы, конечно, рады, признательны людям, которые изучают наш край. И к своему стыду, наверное, что сейчас только узнаем, что великий путешественник Арсеньев был когда-то в нашем селе, проходил через территорию нашего села. Ну, сейчас будем знать и ценить это. Спасибо. Сколько человек живет и так далее, там, сколько детей, сколько... В нашем селе, таком маленьком, проживает более 500 человек. Детей у нас тоже чуть меньше половины. Школа у нас основная. Это 11 классов, да? Нет, основная 9 классов. Это 9 классов, да? Ага. Когда-то 11 классов здесь заканчивали детишки, но в связи с перестройкой этой очень резко снизилась рождаемость. Со 146 учеников, когда я поступила на работу в эту школу в 96 году, было вот около 150 учеников. Ну вот, а в 2000-х годах уже стало 46. А сейчас сколько? Сейчас у нас в школе 85 учеников. Благодаря только тому, что наши семьи берут на воспитание приемных детей, оставшихся без попечения. Отсюда же, местных? Нет, это со всего Хабаровского, ну, нашего района, края. Это с города Амурска детский дом, город Комсомольск на Амуре, Хурба вот рядышком. Наши семьи берут на воспитание детей. Это благородно порывы, чем они обоснованы. Да. И вот половина школы – это приемные дети. Что еще сказать? Как рыбалка на уче. Рыбалка в этом году хорошая, я скажу. Вот зимняя, например, да? Зимняя рыбалка – это наша
мужчины выезжают на речку Харпи, которая впадает в озеро Болонь. Там в основном ловятся караси. Также в этом году хороший улов щучек, травянками называются они. Такие небольшие щучки, которых можно целиком их жарить. Наводнение было? Наводнение, да, в этом году было. Не боится, высоко стоит, да? Село Да. наше в 2013 году очень хорошо затопило. Нашим жителям, которые проживали на берегу озера Болонь, построили новые дома, 15 домов новых. А вот уже в 2019 году пострадало уже не так много, потому что да, отселили людей. Ни один дом только вот как бы попал под затопление. И в этом году им тоже выделят на приобретение жилого дома. Сколько километров до Амурска? 100 километров до районного центра города Амурск. Вот в основном в Хабаровск как ездите? Сейчас ездим мы все на машинах до города Хабаровска. Через Да, через Амурск, через Комсомольск-на-Амуре. Там вот есть мост, да, большой, огромный. Вот через него мы ездим в Хабаровск. Круглогодично. А вот по туризму у вас вот бывают туристические группы? Бывает, да. Какие у вас маршруты для туристов? Ну, как таковых маршрутов у нас нет. Приезжали к нам с Комсомольска туристы были. В 2018 году, наверное, да, были? То есть организованный такой вот тропы, маршрута? Вот такой? Нет такого пока у нас. Предприятия какие у вас есть? Предприятий нет. У нас есть, значит, родовые общины, 2 родовые общины. Есть рыболовецкая артель, которая занимается обработкой древесины, то есть выпиливает доски, брус, которые реализуются в нашем селе для строительства домов. В последние годы у нас активно начали люди застраиваться, молодые семьи в основном, за счет материнского капитала. И у нас еще действует жилищная программа, по которой мы получаем субсидию с края на покупку строительных материалов. Это 1 000 000 рублей на строительство новое и 500 000 на ремонт домов. Больница. В этом году должны сдать новый ФАП, то есть фельдшерско-акушерский пункт, который в прошлом году начали строительство. Большое красивое здание. Ну, ждем, когда она откроется и начнет принимать наших пациентов. Выездные приезжают? Да, приезжают к нам с города Амурска, с Эльбана. И в этом году намечается приезд диагностического центра. В апреле месяце Центр здоровья, здоровое сердце, будет принимать население. Роды там, да? Народы, да, увозят в Амурск. Там есть роддом. А в Амурске население сейчас какое? В Амурске? Да. Где-то 36 000 населения Амурска. Ну, я, может быть, и ошиблась, может, больше. Приблизительно. Приблизительно, да. Это крупный рогатый скот есть? Да, наши жители держат крупный рогатый скот, коровы, быки, свиней. Стали сейчас в последнее время молодые семьи держать, потому что помощь все-таки идет с государства. Оформляются соцконтракты на покупку. Это личное Да. порционное хозяйство, да? Да. А много держит, допустим, коров? Нет. Где-то семей 3, наверное, всего. Раньше, в советское время, у нас было очень много. И ферма была большая, и свиноферма. Ну вот. А лошадей нету, да? И лошади были в советское время, когда у нас был колхоз имени Постышева. Колхоз очень богатый, миллионер был в советское время. Ну, как вот перестройка началась, все пришло в разруху. Колхоза не стало, людям негде работать, сейчас выживаем рыбалкой и охотой. А мясо в основном какое? У нас охотники хорошие. Сахаты. В основном, да, питаемся диким мясом,
Ну и, конечно, кто не имеет охотника в семье, покупает в магазине. Магазин у нас есть тоже. Постоянно обновляется продукция. Привозим мы с Комсомольска, с базы. Население состав примерно какой? Состав? Да. Значит, более 98% это нанайцы. Да. То есть, можно сказать, чисто национальное село. А язык сохранили? Ну, вот старшее поколение разговаривает на своем языке. Дети изучают в школе язык. Не говорят? Дети? Дети, кажется, только читать, вот, может быть, так, переводить по словарикам. Но вот я в 60-х годах родилась, разговариваю на своем языке. Здесь сидящие тоже многие разговаривают. Писателей нет? Писатель у нас был Григорий Хаджер, который уже как бы... Поэтесса у нас есть из нашего села Раиса Хаджер, очень хорошие стихи пишет про наше село и ближе находящие села, это Оми, Ачан, сочиняет песни про эти села. Про наше село есть песня, Джуен, так и называется. У нас есть коллектив, учителя там в основном, называется Каталансал. И песня, фишка нашей группы этой, песня, конечно, про Джуен. А Калабельды откуда был родом? Калабельды, это он с Нанайского района. Да, Строицка. Ну, тоже нанайский наш Там певец. много нанайцев тоже, да? Да. Ну, когда-то Джуен входил в состав Нанайского района. Ну, я видел много раз его куда-то. То Амурский район, то Нанайский Комсомольский, район, да, то район Комсомольский ходил Все потом. время его туда-сюда. Сейчас вот, да, Амурский район. Территория большая. Территория Амурского района, да, большая, удлиненная, прям вот до станции Литовка. Вот, Санбали, это все Амурский район. Вознесенская.